Многоуважаемые зрители, добрый вечер, участники первого международного конкурса вокалистов Алисы Гинзбург. Для вас сегодня на сцене выступает Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, приглашенные музыканты из Москвы и художественный руководитель, главный дирижер, народный артист Республики Абхазия Давид Терзян. Сегодня мы вместе с вами являемся участниками беспрецедентного культурного события. В истории культуры Абхазии вокальные конкурсы академических певцов еще не проводились. Наш конкурс вызвал большой интерес и собрал более 50 участников. Неоценимую поддержку в подготовке и проведении конкурса оказало правительство Абхазии, Министерство культуры, Министерство финансов. Вы в нас поверили, и мы очень постарались оправдать ваше доверие. А сейчас я с огромным удовольствием хочу пригласить на сцену
членов жюри первого международного конкурса вокалистов Алисы Гидзба. Заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра, солистка Московской государственной филармонии имени Чайковского Яна Иванилова. Оперный и камерный певец, педагог высшей школы Алексей Еник. Профессор Синьянского университета, пианист, композитор, член Союза композиторов Москвы, лучший концертмейстер конкурса Чайковского, концертмейстер Московского Геликон-опера и главный концертмейстер конкурса Сергей Чечетко. Российский певец, педагог высшей школы, президент Международной ассоциации профессиональных музыкальных конкурсов World Music Heritage Максим Крылов. И, наконец, автор проекта, его идейный вдохновитель, народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра Геликон-опера Алиса Гидзба. Дорогие друзья, доброго вечера всем. Большое спасибо вам за то, что вы здесь сегодня с нами. За то, что вот я особенно хочу обратиться к ребятам, которые приехали к нам на конкурс. Это просто в наше непростое время, я считаю, героический подвиг. Приехать, не испугаться, да еще так петь. Вы знаете, вот я тут подготовила речь, но я поняла, что этого не нужно делать. Я, наверное, скажу от души, что, вы знаете, до последнего не верилось в то, что это реально. И если бы не ваша поддержка, наверное, ничего бы не получилось. Членам жюри предстояла очень непростая задача. Из 53 человек выбрать 18 лучших. Но мы даже не представляли, что нам придется выбирать не 18. Мы выбрали 19. Вы понимаете, да? Пришлось немножко превысить лимит, потому что настолько яркие представители вокальной российской школы приехали к нам в Абхазию. Мы были полны радости и до сих пор полны радости, и радуемся за вас, за зрителей, которые сегодня услышат эти потрясающие голоса. Спасибо вам за то, что вы приехали. И простите, если мы вас, возможно, вам может так показаться, немножко недооценили. Мы исправим свою ошибку. Я надеюсь, что наш конкурс только начинает свою творческую жизнь. И дай Бог нам мирного неба всем над головой. Я думаю, что, я уверена в этом, наш конкурс будет продолжаться, будет развиваться. И октябрь станет тем самым месяцем, который все мы будем ждать с трепетом и нетерпением, потому что октябрь – это будет всегда время международного конкурса вокалистов. Хочу низко поклониться еще раз. Вот Катерина уже передала благодарность, да, но я хочу лично поблагодарить премьер-министра Александра Золотинского Анкваб, без участия которого ничего бы не получилось. Министра финансов Владимира Валерьевича Делба, министра культуры Ковы Даура Вадимовича, директора филармонии Хаджимба Руслана, заместителя министра культуры Динару Гудиевну Смыр,
и весь аппарат Министерства культуры, который тоже принял непосредственное участие в организации нашего конкурса. И особую благодарность я хочу объявить моей подруге, моей самой любимой, можно сказать, подруге детства, которая всегда меня поддерживает нужным советом, теплом, человеческим общением, своей дружбой. Это, конечно, наша всеми любимая Эсма Викторовна Джения. Ну, пожалуй, все, наверное. Лучше будем петь. Но прежде чем мы будем петь, позвольте начать церемонию награждения наших победителей. Они ждут, они очень волнуются, потому что мы до сих пор сохранили интригу, и они не знают, кто какое место занял. Поэтому для них это неожиданность. И давайте скорее им все это отдадим, и уже будем петь. Да. Итак, дипломантами первого международного конкурса вокалистов Алисы Гидзбан становятся Авдеева Мария, Черенов Владимир, Олейник Анна, Лычак Дмитрий, поздравляем вас. Давыдова Ольга, Дерлугян Мариетта, Белякова Валерия, Копырова Наталья, Спасибо большое, друзья. Просто хочется пару слов сказать. Хочу выразить огромную благодарность всем участникам и прежде всего организаторам этого замечательного, уникального конкурса, первого в этой стране. Я желаю ему процветания, успехов всем участникам. И главное, на самом деле, это не победа, а участие. И я еще раз говорю огромное спасибо за эту возможность выступить на этой сцене. Спасибо. Спасибо вам. Соколова Елизавета. Поздравляю тебя. Подожди, туда. И Лизавета у нас становится обладателем спецприза от туристической компании «Аква Абаза». Путевка на двоих в Абхазию. И для вручения сертификата мы пригласим на сцену генерального директора компании Чачхалия Мардасоу. Поздравляю. Надеюсь, что этот первый конкурс станет трамплином в оперную жизнь. Спасибо большое. Дипломанты закончились. Переходим к лауреатам. Итак, лауреатами и обладателями специальных призов первого международного конкурса вокалистов Алисы Гидзбан
становятся. Лауреат третьей степени Аксагова Елизавета. Лауреатом третьей степени становится Вот так надо делать, чтобы интригу сохранить. Закарьян Кнарик. Так, Кнарик. Так. Также Кнарик вручается специальный приз конкурса «Сольный концерт в культурном центре Елены Образцовой в Санкт-Петербурге». Лауреатом второй степени становится Я тут дирижер сегодня. Исаева Елена. Это тоже вам. Лауреатом второй степени становится Литвин Анна. Также Анна становится обладателем специального приза за лучшее исполнение произведения Петра Ильича Чайковского. Это вам. Этот приз учрежден ближайшим родственником той самой фон Мек, Денисом фон Мек, который возглавляет благотворительный фонд фон Мек. И вот что он просил передать вам. Это бюст Петра Ильича Чайковского, раритетный, из его личной коллекции. А это книги про Петра Ильича Чайковского. Очень интересно, советую почитать. Лауреатом первой степени становится Ланс Леонард. Леонард становится обладателем специального приза от Государственной Абхазской филармонии «Участие в ее проектах». Лауреатом первой степени становится Гамаюн Надежда. Этот спецприз тоже я хочу объявить, потому что он имеет прямое отношение к месту моей работы уже 30 лет. Сертификат. Спецприз конкурса. Сольный концерт в Московском музыкальном театре Геликон опера.
и обладателем гран-при первого международного вокального конкурса Алисы Гитсба становится Юрковский Алексей. Также Алексей становится обладателем спецприза за лучшее исполнение произведений современного композитора. Это вам. В данный спецприз входит целый комплект. Компакт-диск произведений нашего замечательного, гениального композитора и пианиста Сергея Чечетко. И от его лица 2 билета на любой спектакль театра «Геликон» оперы. Но это еще не все. Также Алексей становится обладателем спецприза от журнала «Музыкальная жизнь». Интервью с лауреатом. Это тоже вам. Но и это еще не все. Алексей становится обладателем спецприза конкурса «Дебют в театре» в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени Пушкина. Это тоже вам. У нас есть еще один общий спецприз для лауреатов конкурса. Это спецприз, учрежденный благотворительным фондом Ирины Самодаевой по ходатайству Виктории Фернандес, которая, к сожалению, в связи с политической ситуацией приехать не смогла, передает пламенный привет обожаемой Абхазии. Все лауреаты конкурса приглашаются провести сольный концерт на телевидении Мексики. Подробности в личке. На этом официальная часть сегодняшнего вечера завершена. И я передаю слово художественному руководителю Абхазской государственной филармонии, заслуженной артистке Абхазии Эсме Джения. Хлопзеку хатырскуа музыка бзебайча, бзела шабейт, абснуту хинкарат филармония заладжа, пщим шинтакзана, а филармония хыбрачы мепысон, актпи ларбжаратпи, а вокалист чер конкурс. Ихетпи агала концерт, яла хоп и рейхдзу, ала хулача, а конкурс лауреатча. Яраубас, а концерт ялу по музыка казача, яйцердеруашахича, хатырску, а конкурс Ацбавича. Добрый вечер, уважаемая публика. Мы рады приветствовать вас в зале Абхазской государственной филармонии на гала-концерте лауреатов первого международного конкурса Алисы Гитсба. В течение 4 дней проходил конкурс, и, как уже сказали предыдущие выступающие, было большое волнение и у участников, несомненно, и у организаторов, потому что у конкурса еще не было никакой биографии, и сложно было предвидеть, что будет такой ажиотаж и такое желание принять участие в первом международном конкурсе. Но действительно участники нас удивили и порадовали.
бесконечно талантливые, огромные голоса, музыкальные, разные, непохожие. И мы уверены, что несмотря на распределение всех спецпризов, у каждого из вас есть какое-то замечательное будущее в каком-нибудь театре, на сцене филармонии, а может быть даже это будущее непременно, уверенно, будет связано и со сценой Абхазской филармонии, потому что мы теперь взяли вас на заметку, дорогие, и хотим вас чаще видеть на нашей сцене. Итак, наш концерт откроет абхазская народная песня о скале. Исполняет Максим Крылов. «Поцелуй» исполняет Закарьян Кнарик. Ti
Верди, ария Леоноры из оперы «Сила судьбы». Исполняет Елизавета Аксагова.
оперы «Орлеанская дева». Исполняет Анна Литвин.
ария Эболи из оперы «Дон Карлос». Исполняет Елена Исаева. In cielo
«Рассвет». Исполняет Леонард Ланс. Пучини, вальс Мюзетты из оперы «Богема». Исполняет Надежда Гамаюн. Каватина Олего из оперы «Олего». Исполняет Алексей Юрковский.
Помины из оперы «Волшебная флейта». Исполняет заслуженная артистка России Яна Иванилова. Кавадина Нормы исполняет народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России, солистка Московского театра «Геликон Опера», вдохновительница конкурса вокалистов Алиса Гицбах.
сцену для исполнения заключительного номера дэнса «Качели». Лауреаты первого международного конкурса вокалистов Алиса Гицба, члены жюри, замечательный камерный оркестр Абхазии, приглашенные музыканты из Москвы, за дирижерским пультом маэстро Давид Терзян. Но на сцене не хватает еще одного участника этих 4 дней конкурса, замечательной Екатерины Ниловой, которая вела все конкурсные дни. Вице-президент Международной ассоциации профессиональных музыкальных конкурсов World Music Heritage в России Екатерина Нилова. Друзья, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время посетить этот концерт, который непременно останется в истории музыкальной культуры Абхазии. Мы будем с вами долго вспоминать, с чего же начался этот знаменитый, всемирно известный конкурс вокалистов Алисы Гицба когда-нибудь лет через 5. И вспомним, что началось все это в 2022 году, в октябре. И пускай молва об этом замечательном конкурсе разойдется по всему миру, и пусть молодые исполнители мечтают попасть на него. Главное, чтобы в мире воцарился мир. До новых встреч!